В этом старом летнем домике без электричества и отопления живет 65-летняя пенсионерка. За такое жилище приходится отдавать последние сбережения. Оно съемное. В таких условиях оказалось в июне, когда ее дом сгорел дотла. Сосед алкаш был. Он уснул пьяной сигаретой. Огонь уничтожил почти все вещи и документы. Деньги на аренду и этого дома почти закончились. И уже буквально через несколько дней она окажется на улице. Обращаться в соцзащиту без документов считает бесполезно. Есть лишь одна надежда на благотворительный фонд. Обращаемся во все управления, где есть общежитие, под каким, на балансе чем стоит, и через них как-то устроим. В Татарстане мест, где людям с неопределенным местом жительства могут помочь, не так уж и много. Их всего 3. Это центры социальной реабилитации в городах Бугульма, Набережные Челны и Казань. Кстати, последний считается самым крупным. Он рассчитан на 80 мест. И, по словам сотрудников, здесь всегда под завязку. Чаще всего люди сюда попадают после больницы. Истории у всех разные. Лариса Липатова оказалась в инвалидном кресле полгода назад. Раньше жила с молодым человеком, но после падения жизнь поменялась. Просто получилось так, что мы поругались, и я оказалась на улице. На улице, вот. И как бы меня сюда приняли. Документов ничего не было. В год один такой центр принимает почти 400 клиентов. С наступлением холодов сотрудники даже выезжают по вызову, чтобы предложить помощь. У нас же все-таки в учреждении есть определенные правила проживания. То есть у нас нельзя употреблять алкоголь, мы в алкогольном опьянении сюда не пускаем. А люди, привыкшие к алкоголю и к свободной жизни, наверное, не нуждаются в нашей помощи. Холода уже идут на следующей неделе, а значит, в центре ждут всех, кто остался без крыши над головой. Сергей Хайдаров, Эльвира Софиуллина, Евгений Лызаев, Андерсен Тальцев, ТНВ, Нижнекамск, Казань.